Так когда начал формироваться коми-этнос? Элеонора Анатольевна Савельева, основываясь на археологических находках, предполагает, что финно-угорские племена сформировались уже в неолите, примерно 5000 лет назад до нашей эры. Спустя 1500 лет в энолите финно-угорская общность распалась на финно-пермскую и угорскую. Пермские финны и стали предками коми-зырян, коми-пермяков и удмуртов. Угры оказались к востоку от Урала, в то время пермские финны наладили первые контакты с индоевропейцами. Вероятнее всего, это были древние индоиранцы. И в коми-зырянском языке есть десятки заимствований из иранских языков, которые прежде всего связаны с названиями металлов. И не случайно именно в эту эпоху у нас появляются первые изделия из металлов, из меди и бронзы. И это связано с влиянием индоевропейского мира. На смену культуре ананинской приходит галяденовская. Это первые века нашей эры, где-то до середины первого тысячелетия нашей эры. Эту общность уже связывают с предками коми. Где-то с 5-6 века там начинают упоминать в арабских источниках народ Вису. Там связывают Вису с вепсами, с весь. Но по более поздним источникам получается, что там, где какие-то вот эти легендарные Вису проживали, там уже появляются предки зырян. То есть коми уже появляется на этом же месте. В середине первого тысячелетия произошло так называемое «Великое переселение народов». Тогда массы гуннов двинулись на запад из Средней Азии, перейдя Урал с юга. Видимо, под натиском, под переселением этих народов какая-то подвижка небольшая произошла, но не очень сильная, небольшая. То есть, в принципе, мы можем считать, что пермские народы, то есть удмурты, коми, пермяки и зыряне, они формировались где-то в Пермской области современной, там, на этой территории. Эти толпы, они появились и в Прикамье, они появились даже у нас. И памятники этих переселенцев известны на Выми, на Авдишеве, на Сысоле. И они представлены совершенно другим типом памятников. Появляются небольшие погребения под насыпями, под невысокими курганчиками. Эти пришлые группы населения, они знакомы были с животноводством, они прискакали на конях. Степные люди, вооруженные мечами, кинжалами, привезли с собой вещи и украшения, не свойственные для культуры местных. При раскопках могильников найдены железные котлы, бронзовые котелки, серебряные, золотые и золоченые изделия и монеты. Среди предметов, которые были обнаружены на нашей земле, вот на Выме в частности, серебряный сасанидский ритон, ритуальный сосуд в форме головы быка. Он хранится сейчас в Эрмитаже. Незваные гости остались и ассимилировались с местным населением, которое до этого занималось охотой и рыболовством. Предки коми переняли животноводство, начали разводить лошадей. Но эта культура существовала начиная с VI и до X века, ванвизитская культура. Я считаю, что это та основа, на которой сформировалась культура предков Перми Вычегодской, потому что прослеживается преемственность в культуре. Начиная с XI века, северо-восточной Европой заинтересовались древнерусские государства – Новгородская республика и Ростово-Суздальское княжество. Конкурентами русичей в освоении севера стала мусульманская Волжская Булгария. Ее основу составляли тюркские племена. Часть пермских народов, вот удмурты, они вошли под протекторат Булгарии, а предки коми, они отделились от Булгарии, не входили в состав. Они являлись частью народа, который булгары и арабы называли Вису.
По мнению Олега Уляшова, вису жили на северо-западе от Волжской Булгарии, в бассейне Северной Двины, на территориях современных Архангельской области, запада Республики Коми и частично Кировской области. Коми беломорского антропологического типа являются потомками этого народа. Это были какие-то финноязычные, может быть, вепсоязычные, поскольку вису весь вепс. Какая-то группа была или вообще говорила там на каких-то диалектах пермских языков. Волжская Булгария вела активную торговлю с вису. Араб-путешественник Абу Хамид Ал-Гарнати в XII веке записал: «Жителям Вису запрещено летом вступать в страну булгар, потому что, когда в эти области вступает кто-нибудь из них, даже в самую сильную жару, то воздух и вода холодают, как зимой, и у людей гибнут посевы. Я видел группу их в Булгарии во время зимы, лица красного цвета, с голубыми глазами, волосы их белы, как лен, и в такой холод они носят льняные одежды. А на некоторых из них бывают шубы из превосходных шкурок бобров. Мех этих бобров повернут наружу. И пьют они ячменный напиток, кислый как уксус. Он подходит им из-за горячести их темперамента, объясняющийся тем, что они едят бобровое и беличье мясо и мед». На нашей территории нет булгарских поселений, тогда как в Верхнем Прикамье, то есть там, где жили наши родственные коми-пермяки и удмурты, на этих территориях существуют торговые фактории волжских булгар. Тайга была богата пушниной, которая очень ценилась в то время. Между Волжской Булгарией и русичами шло постоянное соперничество за новые земли. Со временем Волжская Булгария ослабла и была поглощена Золотой Ордой. Борьба же между Новгородом и Ростово-Суздальским княжеством закончилась поражением Новгорода, а северо-восток к XIV веку попадает под юрисдикцию Москвы. Что касается контактов с западными соседями, то уже в XII веке у нас появляются древнерусские поселения, городища. Это Крыбьевское городище, на Вычегде, на Войме известно очень мощное Пожегское городище. Появляются городища и на Сысоле, древнерусские поселения. В XII веке в первом русском историческом своде повести временных лет, вышедшем из-под пера монаха Нестора, появляется письменное упоминание о народе Пермь, жившего на территории современных Коми. С XII века Коми известны под названием Пермь, да? Пермь, а еще раньше там как бы был просто территория, которая называлась Биармия. И вот исследователи XIX века отождествляли Пермь и Биармию, как бы, ну, думали, что это один народ. Коми сами себя явно не называли пермянами. Пермяне — это летописные какие-то источники называют. Версий было много. Возводят от Перяма, то есть задние окраинные земли, то есть финского. Коми, поскольку вот сейчас как бы пермяки, зыряне называют себя коми, вполне возможно, что это самое из старых сохранившихся. Есть два основных, вот, более-менее заслуживающих внимания варианта объяснения. Одно от хум. Хум человек возводят к иранскому, а второе это от слова кам. Кам вполне возможно, потому что в удмуртском языке кам это означает река, причем большая река. Ну, то есть в принципе кам, ками, коми могло означать люди бассейна Кам, люди бассейна большой реки. Зыряне, само слово встречается в летописи только по отношению к одной небольшой группе, сирияне-ужговские. Потом уже от них там перешло полностью на народ. В XIV веке
А географ, сподвижник Стефана Пермского Епифаний Премудрый написал «Житие Стефана Пермского». В книге, наряду с описанием крестителя Стефана, содержатся и исторические материалы Перми о ее взаимоотношениях с Москвой. Пермь охватывала территорию по Епифанию очень огромную. Это вот междуречье Мизени, Вашки, Вычегды, там часть Двины, плюс Кама, Вятка. Епифаний недоумевает, как такая огромная территория там, ну, один народ живет, а реки одни текут на север, впадают там в Белое море там, и так далее, а другие реки, типа Вятки и Камы, текут на юг. И все это занимает, всю эту площадь огромную занимает один народ, который называется Пермь. Делит там Пермь Чегодскую и Пермь Великую. Коми не только по легендам жили вплоть до Котласа. Котлас назывался Пырос, это значит вход в Пермскую землю. И Стефан Пермский начал свою миссию православную именно с Пыроса, то есть вот со входа. Говорится прямо, кто хочет ехать в Пермь, нужно плыть по Вычегде вот до впадения в нее в Ими. То есть очерчивается практически территория Перми. И поэтому я называю вот эту Пермью Вычегодской.